Здание Чувашской государственной филармонии переживает масштабную реконструкцию. Полностью работы планируется завершить в 2020 году к столетию чувашской автономии. В этом году на ремонт выделено 50 миллионов рублей. Еще 100 Министерство культуры должно получить в следующем. В ведомстве рассчитывают и на федеральную поддержку. Это здание было построено в советское время для Дома политпросвещения. Ни зал, ни сцена, ни закулисные помещения не подходят для концертного учреждения. После реконструкции все изменится, и филармония примет современный облик. Сцена совершенно будет оборудование на современном уровне. И зал, кто побывал в зале филармонии до реконструкции, скажем, там не совсем удобно было. Впереди надо было вытягиваться, чтобы увидеть что-то на сцене, а здесь будет амфитеатр, и все свободно, спокойно могут наблюдать, слушать, сидеть и так далее. То есть полностью и оборудование современное на сцене будет, и свет, и звук, и экран. Творческим коллективам и учреждениям, которые размещались в этом здании во время реконструкции, придется поработать в других местах. Оркестр симфонической капеллы репетирует в Чебоксарском музыкальном училище, а ее хор в Театре юного зрителя. Певцы государственного ансамбля песни и танца получили в свое распоряжение целый этаж будущего Дома дружбы народов, а танцоры переехали в помещение Республиканского центра народного творчества во Дворце культуры тракторостроителей. Там же будут работать и другие коллективы филармонии. Кроме того, часть артистов принял театр оперы и балета. После завершения реконструкции филармонии все они вернутся обратно.